Комиссия по контролю за предоставлением земель в прибрежной зоне завершила проверки в Абхазии. Речь шла об участках, выделенных Кабинетом министров с 2020 года по 2023, в первую очередь в прибрежной полосе. О том, с какими результатами завершила работу комиссия, будем говорить с Геннадием Джопо, заместителем начальника госуправления по землепользованию и кадастру. Геннадий Иванович, давайте подведем итоги работы комиссии. Была создана по поручению президента Республики Абхазия 28 июня 2025 года, и на основании создания межведомственной комиссии по проведению контроля за исполнением решения Кабинета министров была создана комиссия во главе председателя Ахуба, начальника управления, и по всем районам отдела архитектуры было задействовано землеустройство, ЖИМКАД, информация, да. По ГАГам по районам, мы объездили около 140 объектов. Гагальский район — это 64 объекта, город Сухум — 9 объектов, Сухумский район — 1 объект, Куличский район — 16 объектов, Очамчинский район — 14, Гутаунский — 33 объекта. Это было участки на территории Республики Абхазия, которые выделены были земельные участки с 1.01.20 по 31.12.23 год. То есть за 3 года договор, выделенные участки за 3 земли? года, да, за 3 года было. И в прибрежной полосе, об этом идет речь. В прибрежной полосе, да, в прибрежной полосе договор есть где заключен, есть где не заключен, есть где ведется строительство, есть где пока приостановлено, есть где начинают, есть где пока ничего не сделано. Об этом мы доложили правительству по всем объектам, те, которые уже есть те, которые уже завершили объект строительства. Но работа ведется, и по каждому объекту ездили представители с Кабинета министров, управления землеустройства, кадастра и местных органов. Gennadiy Иванович, вы могли бы сказать из общего объема объектов, которые вы проверяли, сколько объектов уже там построили? Всех сейчас я детально Ну, в процентном соотношении примерно. В процентном соотношении процентов 55-60 они уже ведутся, уже какие-то работы ведутся, а остальные пока на стадии пока договоров. Ну, это не просто так сейчас землю-то выделили, но там еще вложения нужны. Но процентов 55-60 они уже начинают. И те, которые завершили, есть те, которые сегодня уже ввели в эксплуатацию. Адама Рамироновича, объекты, да. Когда мы записывали, это глава комиссии, когда мы его записывали в самом начале, когда комиссия приступила к работе, он говорил о том, что это не карательная мера, мы наоборот подталкиваем к легализации участков. Это да. Это она санаторно-курортная, понимаете, это объем работы очень большой, там вмещается 0,50 и выше. Там есть парковая зона и еще те строительные нормы, которые они обязались бы выполнить, она есть на стадии проекта еще. Ни у кого не возникают те вопросы, которые почему были выделены, они будут выполняться. Я надеюсь, что это все граждане республики. Есть и совместные предприятия, которые задействованы иностранные инвесторы. Но я думаю, что они будут совершаться в тех годах, которые им предусмотрены законом и распоряжением Кабинета министров. А что сейчас будет с теми, кто не оформил? Вот вы говорите, что будет им предоставляться возможность. Возможно то, что заключить договор аренды и договор постоянного пользования. Это с районом. Они должны заключить договор. Если которые они не успели или не смогли, если сроки все прошли, это уже будет решаться
уровне кабинета министров, кто предоставил. И какие рамки они уже не смогли выполнить. То есть ваша задача предоставить всю информацию кабинету министров, а те, кто... Да. Наша была задача предоставить то, что есть в реальном положении дел по республике, которые мы объездили все эти объекты. А как... И будет приниматься решение. Насколько активно люди вообще в последнее время оформляют участки в прибрежной зоне? Об этом тоже Адам Армиронович говорил, что если раньше в год в прибрежной зоне оформляли около 50 участков, то теперь это количество увеличилось. И, на ваш взгляд, почему для государства важно сейчас проводить вот такую работу? Что это дает государству? Могли бы вы объяснить нашим слушателям? Это плюс, это налоги, конечно. Понимаете, там есть отдельная категория. В Гагрском районе там налоги другие, в Ачимчистском другие, в Юрическом еще там от коэффициента, потому что если объект был предоставлен, и он не используется, уже как-то надо другие меры принимать. А в процессе... Потому что это самые ценные земли, это прибрежные земли, сельхозземли, которые были ранее предоставлены. А вот... Особые ценные земли, прибрежные земли считаются. А в процессе вашей работы, может быть, активнее люди стали, там, начали оформлять налоги какие-то, вносить? Такие замечаете вы моменты? Насчет налога я не могу вам ответить, но насчет оформления у нас, да, есть информация. Еще мы можем вам предоставить дополнительно. За 2-3 года или за 5 лет вот те, которые вы имеете в виду, мы отправили достаточное количество прибрежных земель на предоставление земельных участков. Люди видят здесь аэропорт задействован в Восточном районе. Люди начали оформлять и начали строить, уже что-то есть, уже движение есть. Понимаете, курортный сезон как бы не был плохим или хорошим, когда объект стоит, когда инфраструктура уже работает, и люди будут идти, и Гагра, когда заполнена, как обычно бывает, или Пицунда, люди идут в восточные районы. Этот аэропорт дал, конечно, импульс хороший для оформления участков близ до Дзюбжа, это Елор, те районы, Ачимчистские районы, прибрежные земли, которые будут задействованы. И люди начали оформлять, конечно. И оформлять, они видят, что есть перспектива в этих участках. А какие районы, на ваш взгляд, самые проблемные? Гагрский район. Проблемные? Да, вот ваша проверка что выявляет? В каких районах больше всего возникает трудностей, проблем вот с оформлением? Не с оформлением трудностей никаких нет. Проблем... С желанием оформить со стороны людей... С желанием оформить со стороны людей, которые эти участки получили, вот дальнейшие операции с документами, вот где меньше всего урегулированных таких вопросов? Они во всех районах одинаковые, потому что они центральным аппаратом и имеют связь с нами, и мы есть какие-то проблемы, мы вместе все решаем, устранять эти проблемы. В принципе, таких проблем не ощущается. Если какие-то топосъемки, допустим, или акт выбора земельного участка, мы совместно с ними работаем и доводим до его логического завершения. Геннадий Иванович, спасибо вам за информацию. У меня есть те объекты, сейчас я могу вам даже цифры сказать, которые мы еще раз... Это Гагрский район 72 гектара, 64 объекта. Город Сухум-1, 88, 9 объектов. Сухумский район 0,050, это 1 объект. Гульрипский район 10 гектаров, 16 объектов. Ачимчистский район 36 гектаров, 14 объектов. Бутырутский район 23 гектара. 33 объекта. Для Абхазии за 3 года это немалая цифра, если не это все будет задействовано.
Спасибо. Геннадий Иванович, благодарю вас. Хорошего вам дня. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Напомню нашим слушателям, это был Геннадий Джопуа, заместитель начальника госуправления по землепользованию и кадастру. Мы говорили о работе комиссии по контролю за предоставлением земель в прибрежной зоне.